Конкретно не было смс, что будет подстепное топить, ребята готовы. Дамба была, они дамбу взяли, все снесли. Дамбу взяли, срезали там. Снесли, Там дамба была. Чего? Я прошу отнестись с пониманием, с терпением. Было 5000 час газель, а вчера пытались найти 50 000 час газель. Жер алғанда бөлек қуандық, фундаментті көргенде одан сайын қуанып әйтеуір. 184 мың дейді, Ақтауда 320 мың беріп жатыр дейді. Мы столько этой природе нагадили, вот она сейчас нам мстит просто. На самом деле, паводок, ну, сейчас вот нынешний паводок, тот 2011 года, прежде всего, много чего проблем показал, да, 13 лет назад. И этот паводок 2024 года показывает разные проблемы, то есть очень много. Если вот, например, их синхронизировать, это первое, то есть на самом деле рассогласованность, диссонанс какой-то, да, наши госорганы друг с другом не умеют работать. Ну, скорее всего, наверное, такое, у них, наверное, такое отношение, вот, типа, раз глава региона, ну, зачем, если я ЧСник, зачем на него, как бы, наезжать, письмо писать. Раз он письмо даже напишет, это считается как наезд, да. Тем более, второй фактор в том, что наши госорганы не работают наперед, то есть на 5, на 10 лет. А на самом деле сейчас вот посмотреть в интернете, вот Казгидромет, оказывается, и в декабре или в том году, и в январе говорил о том, что 2024 год, это половодье, будет много воды, и на самом деле паводок будет такой, да, огромный. Ну, зачем нам учитывать? Никто это не учел. Третий момент – это коррупционная составляющая. Всегда об этом говорю. Сейчас чуть время пройдет, мы будем анализировать госзакуп. Идеальная среда, то есть чрезвычайная ситуация, идеальная среда для коррупции. Почему? Потому что закон о госзакупе говорит, статья 39, пункт 3, часть 4, что во время ЧС можно выделять из бюджета деньги и на эти устранения этих последствий. Да, это, ну, если, конечно, если мы жили бы в Европе или в Америке, то есть мы были бы страной без коррупции, очень демократичной и отвечали бы за свои слова и действия, то есть каждый человек, не только чиновник, мы этой нормой пользовались бы как положено, да. ЧС, выделяем деньги, отправляем людей, там, покупаем одежду, еду и так далее, там, жилье строим. Окей, все отлично, но у нас же все наоборот же. То есть, когда ЧС случается, у нас деньги выделяются без конкурса, и из единого источника закупать. То есть, я, например, вас конкретно знаю и говорю, брат, давай, KFC, ресторан, да-да, фирмы бармак, фирмы бар, все, давай, ханша, ну, 30%, у нас как обычно. Все, братан, там, сколько выделяете? Я говорю, ну, 250 на строительство, где-то сколько там, ну, 15 домов, ну, ладно, там 60 занесу потом. Все. Это очень хорошая, идеальная среда для коррупции, где акимы и другие какие-то руководители, то есть не все, но, так сказать, нерадивые, недобросовестные, вороватые, которые постараются сорвать такие хорошие деньги. 2011 год, вспомните, сколько было уголовных дел, даже люди, сколько людей, или один человек как бы на себя наложил, да? То есть был суицид из среды вот чиновников. И я не говорю, что эти ситуации будут повторяться. С коррупцией наши госорганы борются, в принципе, хорошо, систематично, но она всегда есть, и сейчас она присутствует. И мне кажется, что в этом случае тоже на миллионные, миллиардные, так скажем, договора будет подписываться, ну, где-то с оглядкой на какие-то проценты. Погрешности, да, да.